Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о путях заражения вирусными инфекциями. Вирусная инфекция – это заболевание, вызываемое инфекционными микроорганизмами, то есть вирусами, которые проникают в клетки живого организма и используют его механизмы, чтобы размножаться. Размеры вирусов варьируются от 10 нанометров до нескольких микрон. Таким образом, вирус в среднем в 100 раз меньше обычной клетки. Вирус имеет такую структуру, что способен выживать только в качестве паразита. Вирусы представляют собой переходную форму между живой и неживой материей. У вирусов есть генетический материал, однако собственной клетки нет, поэтому вирус является только внутриклеточным паразитом. При заражении ген вируса встраивается в геном клетки хозяина, и клетка вынуждена использовать свои ресурсы для сборки новых вирусных частиц. На сегодняшний день известно более 2000 видов вирусов. В зависимости от генетического материала все вирусы делятся на две группы. Первая группа – это ДНК-содержащие вирусы. Их геном состоит из односпиральной или двуспиральной ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. К таким вирусам, к примеру, относятся аденовирус, вызывающий простудные заболевания, герпес-вирус, опоясывающий лишай, ветряная оспа, папилломавирус, гепадновирус, который вызывает вирусный гепатит Б, и многие другие вирусы. Вторая группа – РНК-содержащие вирусы. Только у некоторых видов вирусов генетическим материалом может быть РНК. Больше нигде в природе такое не встречается. К этой группе относятся ортомиксовирусы, которые вызывают грипп, флавивирусы, которые вызывают вирусный гепатит С, ретровирус, вызывающий ВИЧ-инфекцию, полиовирус, вызывающий полиомиелит. Чтобы выполнять свои жизненно важные функции, вирусу необходимо колонизировать организм хозяина и получить доступ к биохимическим механизмам репликации, то есть размножения, воспроизведения себе подобных вирусов. Поэтому вирусы заражают клетки живых организмов, захватывают их и колонизируют. Попав внутрь клетки, вирус встраивает свой генетический код в ДНК или РНК клетки, тем самым вынуждая клетку хозяина воспроизводить вирус. Как правило, в результате такого заражения вирусные частицы приводят к разрыву и гибели клетки. Но клетка организма успевает реплицировать новые вирусы, которые инфицируют другие клетки. Таким образом, развивается общая инфекция всего организма. Существуют категории вирусных инфекций, которые вместо того, чтобы убить клетку хозяина, изменяют ее характеристики и функции. Какие же изменения в клетках организма могут вызвать те вирусы, которые не приводят к гибели клетки? Возможно иммуносупрессивное действие. Вирус встраивается в геном клетки, не размножается, то есть находится в латентном дремлющем состоянии. Однако на поверхности клетки появляются антигены вируса. Иммунная система воспринимает клетку как чужеродную и уничтожает ее. Встречается также мирное сосуществование. Вирус также встраивается в геном клетки, но на поверхности клетки антиген вируса не появляется. Вирус не размножается и годами находится в латентном, скрытом, дремлющем состоянии. Но при определенных условиях начинается размножение вируса, что приводит к гибели клетки. К таким инфекциям могут относиться опоясывающий лишай, герпес, инфекционный мононуклеоз. Возможно также перерождение клетки. Встроенный вирус настолько изменяет геном клетки, что она становится опухолевой. Это, например, вирус Эпштейн-Бар при хроническом инфицировании. Он может приводить к раку желудка, лейкозам. Заражение происходит, когда вирус получает возможность проникнуть в организм, преодолев его природные оборонительные барьеры.
Попав в организм, вирус размножается либо в месте проникновения, либо с помощью крови или лимфы добирается до органа мишени. Важную роль играет способ, с помощью которого происходит передача вирусов. Специалисты выделяют 4 механизма передачи инфекции: фекально-оральный, аэрозольно-аэрогенный, трансмиссивный и гемоконтактный. Фекально-оральный механизм характерен для кишечных инфекций. Возбудитель заболевания обитает в пищеварительной системе хозяина. В окружающую среду вирусы попадают вместе с фекалиями. И в новый организм возбудители проникают различными путями. Это водный путь при употреблении зараженной воды, пищевой путь через яйца, мясо, рыбу, молоко, загрязненные овощи, фрукты, ягоды. И также контактно-бытовой путь характерен для этого механизма через различные предметы домашнего обихода. Этот механизм присущ ротавирусной, норовирусной инфекции, а также многим другим вирусным инфекциям, вызывающим заболевания кишечника. При аэрозольно-аэрогенном механизме существует 2 пути проникновения вируса в организм. Первый путь – воздушно-капельный. Этим путем в организм попадают 2 группы вирусов. Респираторные вирусы, которые размножаются в эпителии слизистых оболочек дыхательных путей, а также вирусы, для которых дыхательные пути являются только входными воротами инфекции. Они не вызывают местных поражений тканей дыхательных путей. Эти вирусы обусловливают генерализованную инфекцию, то есть распространенную по всему организму. Но может быть и вторичное поражение дыхательных путей. К таким вирусам относятся вирусы натуральной и ветряной оспы, кори, эпидемического паротита, то есть свинки, как называют ее в народе. Как именно происходит при этом заражении? При разговоре, кашле и чихании в воздух выбрасываются миллионы крошечных капелек жидкости, слизи и слюны. И чем меньше капли, тем легче и глубже они проникают. При кашле капли распространяются примерно на 2,5 метра, при чихании на расстояние до 8 метров. Вирусы попадают во внутреннюю среду организма жертвы, когда она разговаривает с носителем инфекции, либо просто находится поблизости. Особому риску подвержены те, кто часто ездит в общественном транспорте, а также люди, работающие в сфере обслуживания, из-за необходимости регулярно контактировать с большим количеством людей. Второй путь заражения, характерный для аэрозольно-аэрогенного механизма, это воздушно-пылевой путь. Вирусы могут находиться в атмосфере от нескольких секунд до нескольких минут после того, как они выделились из организма больного человека. Причем, оседая на поверхности, капли постепенно теряют влагу, и патогенные вирусы остаются на поверхности в подсушенном виде. При этом способе передачи здоровый человек заражается после попадания в организм частиц взвешенной пыли, содержащих инфекцию. Крупные частицы пыли оседают на слизистой оболочке носа, а мелкие, размером не более 2 микрометров, могут проникать глубоко в дыхательные пути и достигнуть ткани легкого. Следующий механизм – трансмиссивный. Вирус проникает в организм при укусе кровососущего насекомого. Некоторые вирусы проникают в организм через поврежденную или даже неповрежденную кожу. Например, вирусы бешенства при укусе животных, вирусы коровьей оспы, папилломы человека. Для трансмиссивного механизма передачи характерно обитание возбудителей в крови хозяина. А в здоровый организм инфекция попадает благодаря членистоногим, блохам, вшам, комарам, клещам, мухам и так далее. Четвертый механизм – гемоконтактный, то есть при соприкосновении с кровью больного. Данному механизму присущи следующие пути передачи. Это вертикальный от матери к плоду через плаценту, парентеральный через прямой контакт с кровью при применении использованных шприцев или предметов туалета, трансплантационный
при трансплантации органов и тканей, и половой путь передачи. Контактный путь передачи подразумевает прикосновение к телу носителя инфекции либо к предметам обихода, к которым прикасался заболевший. Некоторые из вирусов способны долго жить в воздухе вне организма хозяина. И, следовательно, вероятность заразиться ими этим способом выше. Такие вирусы любят влажную среду. Поэтому необходимо избегать использования влажных полотенец, которыми до вас пользовался больной или носитель инфекции. Развитие вирусной инфекции зависит от различных параметров. В частности, от характеристики вируса, то есть это легкость, с которой вирус переходит от одного хозяина к другому. Также от того, насколько легко удается преодолеть защиту нового хозяина. От того, насколько успешно противостоит организм вирусу. И от того, сколько урона может нанести вирус организму. Также развитие вирусной инфекции зависит от характеристик иммунной системы хозяина. В организме человека, кроме естественных физических барьеров, к которым относятся кожа, слизистые оболочки, желудочный сок и так далее, существует иммунная система, о чем, конечно, мы все с вами знаем. Задача иммунной системы – организация внутренней обороны и уничтожение потенциально опасных веществ, в том числе и вирусов. Также развитие вирусной инфекции зависит от условий окружающей среды, в которой живет человек. Есть определенные факторы, которые, очевидно, способствуют распространению и развитию инфекции. Примером тому являются природно-климатические условия. Каждый вирус поражает, как правило, особый тип клеток. Например, вирусы простуды проникают в клетки дыхательных путей. Вирусы бешенства и энцефалита заражают клетки центральной нервной системы. Вирусы гепатита поражают клетки печени и так далее. Существует такое понятие, как контагиозность, то есть заразительность. Это свойство инфекционных болезней передаваться от больных людей или животных здоровым. Оно характеризуется индексом контагиозности, величина которого определяется процентным количеством лиц, которые заболели после общения с больными. Индекс контагиозности или заразности – это количество человек, которых может заразить один носитель вируса. Индекс контагиозности достаточно типичен для различных инфекций. Он зависит от вирулентности, то есть от агрессивности возбудителя и степени восприимчивости людей, обусловленной уровнем врожденного иммунитета. Самая контагиозная инфекция – это корь. Клинически выраженными формами кори переболевает практически 100% лиц, общавшихся с больным. То есть индекс контагиозности достигает 0,98. Довольно высок индекс контагиозности также при ветряной оспе, коклюше, но все же лидером является корь. Ну и говоря сегодня о том, как можно заразиться вирусной инфекцией, нельзя не упомянуть новую коронавирусную инфекцию. Коронавирус передается в основном воздушно-капельным путем. Он может передаваться при обычном разговоре. На какое именно расстояние могут долететь частицы, точно сказать сложно. Это зависит от силы выдоха человека, от того, как много и насколько громко говорит человек, от направления потоков воздуха, силы ветра и других факторов. У коронавируса, вызывающего COVID-19, не самый высокий показатель заразности. Скорость распространения этого вируса среди людей определяется по формуле 2-3 инфицированных на одного больного. Для сравнения, у сезонного гриппа показатель примерно 1,5 зараженных на одного больного. У риновируса, который вызывает обычные простуды каждый год, это примерно 6 инфицированных. А вот больной корью может заразить в среднем от 12 до 18 человек, которые не были привиты и не болели корью.
Но то, что у новой коронавирусной инфекции меньший показатель заразительности по сравнению с некоторыми другими вирусными инфекциями, ничего не говорит о том, насколько смертельным будет заболевание. Оно может протекать как в легкой форме, как в бессимптомной форме, так и в крайне тяжелой форме, которая может привести к летальному исходу. Практика доказывает действенность мер индивидуальной защиты, если их начинают применять все люди. Это ношение медицинских масок, в первую очередь заболевшими, частое мытье рук, санитарная обработка помещений, поверхностей и ограничение общения. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.